Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о кочевниках Великой Евразийской степи, это племена скифов, гуннов и монголов. Однако среди наиболее влиятельных и многочисленных кочевых народов особо выделяются кипчаки, о которых и пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Напоминаю, что вы на канале Amazing History. Здесь мы расскажем о могущественных империях, талантливых полководцах и влиятельных династиях прошлого. Как всегда, поддержать канал можно полным просмотром, лайком, добрыми комментариями, а также через спонсорство на YouTube или PayPal. Ну а теперь поехали по теме выпуска. Кипчаки – кочевой тюркоязычный народ, господствовавший в Половецкой степи с XI века до монгольского завоевания в XIII веке. В исторических источниках можно встретить разнообразную терминологию для их обозначения. Византийцы и европейцы их называли куманами, в летописях Руси – половцами, а в исламских – кипчаками. Территорию, которую они населяли, европейцы называли Куманией. В летописях Руси – Половецкой степью, а исламские источники – Дашт и Кипчак. Хотя эти термины иногда используются взаимозаменяемо, некоторые источники указывают на различия между группами. Так, обитателей самых западных степей часто идентифицируют как половцев. К востоку от Каспийского моря доминировали канглы, а кипчаки населяли степи между ними. В целом их принято называть конфедерацией Куман-Кипчак. Происхождение половецко-кипчакских племен вызывает множество споров и противоречивых теорий. Одна из них связывает их с группой под названием Сиры, упомянутой в архонских надписях VIII века в период Второго тюркского каганата. Однако эта идентификация спорна, как и чтение других плохо сохранившихся тюркских и уйгурских надписей, которые, возможно, содержат название Кипчак. Более ясное упоминание о кипчаках появляется в IX веке, когда исламские географы идентифицируют их в контексте Кимакского каганата, государства, существовавшего в Восточном Казахстане. В течение следующих столетий кипчаки постепенно перемещаются на запад, вытесняя другие тюркские народы, такие как агузы. В XI веке началась крупная миграция, вызванная усилением власти династии Ляо в Северном Китае и Монголии. Исламские источники упоминают это движение как миграции кунов, одной из основных групп этого периода. Куны быстро продвигались на запад и к 1050 годам достигли Понтийских степей, где разгромили печенегов. В европейских источниках они стали известны как куманы, а часть современных венгров до сих пор считает себя кунами. С середины XI века половцы, правившие западной частью Дашт и Кипчак, были доминирующим кочевым народом евразийских степей. Хотя современные источники называют их конфедерацией, это скорее было множество независимых тюркских княжеств, раскинувшихся от Карпат до Иртыша. В начале XII века в их группе начали преобладать новые правящие династии, которые, по-видимому, бежали от завоевания своей территории джурдженями, основавшими династию Цзинь в Китае. В свою очередь, кидани, вытесненные джурдженями, двинулись на запад и основали Кара-Киданское ханство в 1130-х годах. Мы не можем с уверенностью сказать, осознавали ли половцы и кипчаки себя как единую идентичность, так как свидетельства об этом исходят от посторонних наблюдателей, а об их внутренней структуре известно немного. Интересно, что многие названия, относящиеся к западным половцам, связаны с бледностью и желтым цветом. Название куман, вероятно, происходит от древнетюркского слова, означающего «бледный» или «желтый». Некоторые считают, что это отсылка к степным лугам, другие – к светлым лошадям половцев, а третьи даже полагают, что это связано с их светловолосой внешностью. Половцы-кипчаки были одной из доминирующих кочевых групп евразийских степей, управляя тюркскими кочевниками и другими народами. Аристократия кипчаков контролировала передвижение и ресурсы, включая огромные стада овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей. У них были выделены пастбища для зимних и летних стоянок, и общество перемещалось между ними по сезонам. Как и большинство степных народов, кипчаки вели конный образ жизни, ежедневно упражняясь в стрельбе из лука.
Они были высококвалифицированными и мобильными конными лучниками, что делало их опасными противниками и ценными наемниками по всей Евразии. В религиозной сфере они придерживались тюркского анимизма и поклонялись Тенгри. Собаки и волки имели особое значение, и источники свидетельствуют о ритуале разрубания собаки пополам для заключения союзов и браков. Аристократов хоронили в больших курганах с жертвоприношениями животных, включая лошадей и реже собак. Есть также свидетельства об их обращении в христианство. По данным Аль-Марвази, в начале XII века некоторые кипчаки были несторианами, в то время как на Руси они принимали православие, а в Венгрии – католичество. В исламских государствах они часто обращались в ислам, особенно в ходе военной службы. Основные разделы между различными половецко-кипчакскими союзами проходили по великим степным рекам, таким как Дон, Волга, Урал и другие. Хотя временами некоторые князья из их числа поднимались и завоевывали все больше сторонников, не похоже, что существовала какая-то централизированная политическая структура, которая охватывала бы все их земли. Все половецко-кипчакские князья оставались в значительной степени независимыми владыками. Их титулатура остается неясной. Хотя и вождей принято называть ханами, нет точных указаний на регулярное использование этого титула среди них. Половецко-кипчакские воины были известны своей свирепостью и искусностью в стрельбе из лука и верховой езде. Их конные лучники совершали набеги на Среднюю Азию, Кавказ, Центральную и Юго-Восточную Европу, а также на княжества Руси и других кочевников, что делало степи особенно опасными для путешествий. Часто они также выступали в качестве наемников. Русские князья нередко искали их военной помощи. В XII и XIII веках половцы помогали богемцам и венграм в борьбе с немцами и австрийцами. Византийская империя сначала заключила союз с половцами для уничтожения печенегов, но к концу XII века половцы помогли болгарам и влахам вытеснить византийцев и основать Второе Болгарское царство. Крупная община кипчаков поселилась в Грузии, где они стали ценными союзниками грузинских царей. На бывших землях великих сельджуков кипчаки могли оказываться по обе стороны конфликтов, часто закрепляя свои союзы через браки. На Руси, в Венгрии и Грузии многие князья женились на половецко-кипчакских принцессах, которые крестились и принимали христианские имена. Кстати, их докрещальные имена, как правило, неизвестны. В Хорезмийской империи кипчаки составляли не только значительную часть вооруженных сил Хорезм-Шаха, но и входили в правящую элиту благодаря многочисленным бракам с хорезмийскими правителями на протяжении нескольких поколений. Кипчаки играли важную роль и в региональной торговле. Их лошади высоко ценились за выносливость в военных действиях, а их скот также активно экспортировался. Они выступали проводниками торговли, переправляя товары из Волжской Булгарии и Сибири, такие как меха, мед и рабы, в более широкий мир через Крымский полуостров, где многие половцы обосновались как постоянные торговцы. Некоторые кипчаки занимались сельским хозяйством, хотя это происходило в основном сезонно. Кодекс Куманикус, словарь и лингвистическое пособие начала XIV века, содержит множество сельскохозяйственных терминов на половецком языке. Несколько городов, связанных с ними, упомянуты в исторических источниках. Одним из них был Саксин, крупный торговый центр на Нижней Волге, о котором, однако, сохранилось мало сведений. Археологические раскопки курганов, такие как Чингульский курган на юге Украины, демонстрируют, что кипчакская элита имела доступ к разнообразным импортным товарам. Византийские амфоры, сирийские кувшины и рейнские чаши, а также шелковые кафтаны и золотые цепи свидетельствуют о широких торговых связях. Можно также кратко упомянуть значительные усатые маски, которые иногда связывают с половцами. Эта гипотеза была выдвинута советскими археологами в начале XX века, но она вызывает сомнения, поскольку происхождение сохранившихся образцов остается неясным.
Большинство найденных масок ассоциируется с захоронениями, датируемыми монгольским периодом, и часто обнаруживаются вместе с шлемами, стилистически относящимися к XIV веку, что, вероятно, связано с приходом монголов в западные степи. Хотя есть изображения, предполагающие использование таких масок монголами, прямой связи с половцами нет. Половецко-кипчакский мир кардинально изменился с приходом монголов. Первый контакт произошел, когда некоторые враги Чингисхана, спасаясь от объединения Монголии, нашли убежище у кипчаков в районе Аральского моря. В 1218 году старший сын Чингисхана Джучи и полководец Субэдэй провели ряд сражений в западном Казахстане, где одержали победу, но их войска столкнулись с Хорезм-шахом Мухаммадом II, в чьем войске было много кипчаков. Когда в 1219 году началось Великое монгольское вторжение в Хорезм, кипчаки снова сражались против монголов, хотя многие из них переметнулись на сторону захватчиков. После первого вторжения Джучи был послан в степи вокруг Аральского моря для подчинения кипчаков, в то время как Джебе и Субэдэй продолжили поход на запад, сражаясь с кипчаками и половцами в знаменитой битве на реке Калка. Многие кипчаки были захвачены и отправлены на восток для борьбы с династией Цзинь, а некоторые даже дезертировали, чтобы присоединиться к Цзинь против монголов. С 1223 по 1235 год время от времени вспыхивали конфликты с кипчаками, поскольку Монгольская империя неуклонно расширяла свои границы до реки Урал. Чингисхан и его командиры считали кипчаков одними из своих самых опасных врагов из-за их военного потенциала. В начале 1230-х годов кипчакский вождь Бачман возглавил сопротивление в Поволжье. Однако к 1236 году монгольское нашествие под предводительством Субэдэя и Батыя окончательно сокрушило это движение. Некоторые половцы, такие как Катен, бежали в Венгрию, где монгольские войска продолжили их преследовать. К середине 1240-х годов, после подавления нескольких восстаний, монголы подчинили себе половцев-кипчаков. Их земли в Дэшт и Кипчак перешли под контроль монголов, и многие кипчаки были рекрутированы в их армии или проданы в рабство. Некоторые кипчаки были отправлены на восток и использованы в военных кампаниях монголов, в том числе в завоеваниях Южного Китая. Со временем кипчаки стали частью многонациональных армий монголов. В то время как их земли попадали под власть монголов, те кипчаки, которых отправили за пределы своей родины, демонстрировали высокую способность адаптироваться к новым условиям. Уже в XII веке половцы-кипчаки стали одним из предпочтительных источников мамлюков или гулямов, воинов-рабов для исламских государств. Их продавали в детском возрасте, обращали в ислам, обучали военному делу и вооружали лучшим снаряжением. Они прославились своей боевой доблестью и преданностью новым хозяевам, часто превосходя по лояльности собственных детей монархов. Мамлюки-кипчаки играли важную роль в исламских государствах, таких как Аюбидский Египет и Далийский султанат. Самая известная мамлюкская династия кипчаков была в Египте. Последние правители Аюбиды приобрели многих кипчаков в качестве мамлюков, которые затем захватили власть в 1250-х годах. Многие из них, включая прославленного султана Бейбарса, в юности были вытеснены монголами и по воле судьбы стали виновниками самого знаменитого поражения монголов при Айн-Джалуте в 1260 году. Египетские мамлюки продолжали закупать в степях все новых кипчаков, десятилетиями сопротивляясь монгольскому ильханату и захватывая последние очаги крестоносцев в этом регионе. В Юго-Восточной Европе в 1280-х годах в Болгарии к власти пришла династия Тертеров, вероятно, половецкого происхождения. Другие региональные правители также имели связи с половцами через браки. В Венгрии король Бела IV после монгольского нашествия пригласил половцев обратно, дав им обширные земли в центре королевства. Половцы стали важной частью венгерской армии, помогая защищать страну от монголов и других врагов. Бела женил своего сына Иштвана на половецкой принцессе, и их сын Ласло, известный как Ласло Кун, был очарован культурой своей матери.
Ласло был настолько привязан к половецким традициям, что получил прозвище Ласло Половец. До сих пор территории, переданные половцам в Венгрии, известны как Малая и Великая Кумания. В Золотой Орде, монгольском государстве, которое контролировало бывшие половецко-кипчакские земли, происходил процесс постепенной тюркизации. К XIV веку монгольский язык использовался только среди знати и в церемониальных контекстах, в то время как тюркский язык стал доминирующим среди населения. Половцы и кипчаки, проживавшие на территории Орды, со временем стали отождествлять себя с татарами. В кодекс Куманикус, датируемом началом XIV века, кипчакский язык уже упоминается как татарский. Кипчаки стали предками многих современных тюркских народов Евразии, включая татар, кыргызов и казахов, чьи языки относятся к кипчакской ветви тюркской языковой семьи. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.